привязываться к словам некоторых там политиканов, да, я их по-другому не называю, и приравнивать к этому весь народ, либо русский, либо украинский, либо крымско-татарский народ. Вот мы с вами возьмем, подрывают лэп-опоры на границе с Крымом, там висит крымско-татарский флаг. В один миг весь Крым остается без света. Неинтересно, кто где, может кто-то где-то болеет, кто-то там. И наш флаг висит. А как в этот момент смотрят другие народы? Но мы же после этого с вами сходим свободно по Крыму. Нам же не тыкают в лицо, вот вы крымские татары, нам оставили нас без света. Многие здравомыслящие люди понимают, почему это происходит. Потому что в ряду чьих-то там угод, чьих-то политических заказов эти люди отрабатывают чьи-то деньги. Вот если мы с вами берем тот пример, то кто-то оскорбил наш крымско-татарский народ, тот или иной писатель, либо политик, нам что мешает написать обращение, либо обратиться в суд? Для этого мы и есть организация, общественники, которые мы переживаем сегодня. Мы все сегодня с вами работаем для того и все хотим, чтобы в Крыму сохранился мир. Чтобы люди друг другу навстречу и шли улыбались. И слава Всевышнему, сегодня 4 года, да, сложно. Да, есть моменты, да, нам также показали выборы президента. Вот чем занималась Крым-Барлигия, допустим, чем занимался депутат Госдумы Руслан Исмаилов. И многие другие. Я хочу сказать, что мы старались как можно больше в социальных сетях всем людям, не только в Крыму, а во всем мире показать, что крымские татары будут участвовать в самых важных событиях этого государства. Это выборы президента. Мы работали над каждой фотографией, над каждым участником, мы писали. И что в результате? Да, мы дали результат общими усилиями, мы показали всему миру, что все равно крымско-татарский народ, он понимает, что такое хорошо, что такое плохо. 40% наших соотечественников пошли на выборы, кто бы что ни говорил. И есть некоторые чиновники, которым не понравилось. Они на следующий день что заявили? Что было не больше 20%. Так кто предатели? Кто что делает? Кто работает на благо народа? Мы, наверное, сегодня с вами видим, как государство этому дает оценки, как крымско-татарский народ этому дает оценки. Мне хотелось бы лишь одного, ко всему сказанному, чтобы мы к друг другу относились с уважением. Вот когда мы будем на лестничной площадке друг друга уважать и не смотреть, это крымский татарин, армянин, русский, еврей, вот тогда наш народ будет процветать. Он будет процветать лишь тогда, когда он сам над этим будет работать. Чух Салмус.